некоторые бежали. А потом я туда дошел и, ну, увидел, БМП стоял, БМП, который вторая БМП стояла, и водитель был там, водитель, наводчик, там все были. Я сказал, что до опорника надо везти туда, БМП, и отстреливаясь, туда надо зайти. Но водитель согласился, и поехали туда, да? Мы, короче, туда доехали, и еще двое ко мне подбежали ребята, которые со мной были, тройка, боевой тройка, когда обучались, готовились. Ребята, это Афоня Архипов, ну, царство небесное, тоже погиб. И Александр Боин, тоже Саша Боин, он уже до сих пор воюет. И, короче, они стали правой стороны, я левой стороны. И мы, короче, ну, команду дал я водителю, и мы туда, отстреливаясь, туда шли. По мере приближения к опорнику враг наращивал и усиливал оборону. В ход пошли минометы и прицельный огонь из всех орудий. Когда уже приблизились, они начали долбить конкретно. И внутри БМП наводчика убили. Убили наводчика. Ну, в результате водитель остановился, вообще до конца не доехал. Мы отстреливались, кричали, чтобы дальше доехал, там, чтобы в окоп попасть. А потом задал вообще. В результате я почти 11 метров только остался с противником. Ну, как только вот БМП уже обратно шел, ребята уже с правой стороны открытое место было, поэтому они меня не видели, и из БМП они обратно вышли, оказывается. Потом только мы поняли, как это было. А потом, ну, чуть-чуть там завалы были, я на завалы упал, стреливался. И когда уже, ну, когда только первое время, они же начали, прицельно хотели бить, но я их сбил, кажется, противника. И с левой стороны ребята уже заходили. Это командир первого взвода Наран, молодой парень, тоже командовал. И заходили, опорник почти уже начали брать. И нас минометом начали уже стрелять. Один еще снаряд, когда уже прилетел, у меня в голову попало осколок. Но отстреливался. Потом ребят уже сказал, что уже они раненые, многие раненые были, кто-то погиб уже. Чаурелли, грузин был, тоже сразу погиб. Миномет сразу к нему пришло ровно. Я, короче, Нарану сказал, что давай отходим. В том бою Михаил получил ранение. Осколок мины попал в голову. Бойца контузило, но он не переставал выполнять свои воинские и командирские обязанности.